Зрители столицы Коми накануне вечером побывали на дне. Спектаклем по одноименному произведению Максима Горького открылся 4-й Северный театральный фестиваль. Легендарный пермский спектакль является лауреатом российских и международных конкурсов. С ним актеры объехали полмира. Погрузилась в атмосферу ночлежки начала 20 века и оценила спектакль Дарья Вологжанина. Родители говорят, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. Северному театральному фестивалю был дан старт. Вот уже 4-й раз он проходит в стенах Сыктывкарского драматического театра имени Виктора Савина. Лозунг этого года – «Русские театры наследия». 10 творческих коллективов приехали в столицу Коми, чтобы показать свои лучшие спектакли. Зрители увидят постановки по произведениям Булгакова, Распутина, Гончарова и Горького. На эту сцену выйдут интересные, талантливые коллективы. Актеры и режиссеры получат возможность обменяться опытом, познакомиться с работой коллег. Убеждена, что этот фестиваль, приуроченный к столетнему юбилею Республики Коми, запомнится яркими спектаклями. В этом году из-за ковидных ограничений наполняемость зала всего 50%. Попасть сложно. Все билеты на спектакли уже распроданы. Среди тех, кому повезло вовремя купить билеты, Геннадий Павлович Потолицын. Некогда житель Белокаменной, он успел посмотреть постановки многих известных театров. Упустить возможность оценить классику в новом прочтении на Северном театральном фестивале никак не мог. Купил билеты сразу на несколько постановок. С нетерпением ждет «Грозу», которую поставил пермский режиссер Сергей Федотов. Я живу рядышком и очень люблю искусство. Сам я работал в Московском институте, много театров там навещал. И хочу сравнить, насколько лучше Сыктывкарский театр, чем московский. Вот. Ну, в общем, в свободное время я всегда посещаю. Подвал, похожий на пещеру. Потолок, тяжелые каменные своды, закопченные с обвалившейся штукатуркой. Большой стол, 2 скамьи, табурет. Все некрашенное и грязное. Это горьковская ночлежка Костылевых. Для пущей реальности декорации, натертые луком, на столе пельмени, сваренные квашней, и настоящие керосинки. 4-ю стену актерам театра у моста удалось сломать с первых минут спектакля. Это еще что? Ты кто? Кикимора? Графа видал я, и князя видал, а барон-то первый раз встречаю. На сцене действительно все настоящее, никакой бутафории. Даже хомячок в клетке живой. Без него актер Илья Бабошин не может играть. Зверек куплен в Сыктывкаре, в спектаклях участия еще не принимал. Вчера состоялся его дебют. Он не может играть без хомячка. Посмотрите, а вот ты куда вы приехали в город, если хомячка нет, он Илья говорит, я не могу играть. А вы за новым идете, покупаете? Он покупает, нет, когда везет, когда недалеко, он это самое. А когда, значит, можно, если далеко, то тогда он покупает местного. Это местный хомячок? Это местный. Это местный коми-пермяцкий. Ой, коми, это коми-хомячок. Режиссер спектакля «На дне» Сергей Федотов отмечает, что идея постановки пришла к нему во сне. Тогда он почувствовал всю мощь горьковских характеров. Как ярый противник постмодерна в театре, он полностью воссоздал на сцене произведение советского писателя. На сцене Пермь показала настоящий русский психологический театр. Клещ, Квашня, Бубнов, актер Настя и другие герои буквально погружают зрителя на дно. И это не про место, это про состояние. И понял, что это гениальная пьеса, совершенно гениальная. Какие персонажи, какие интересные истории, события происходят. Вот. И мы начали репетировать, и мы поняли, что все, что нам в школе преподавали, это все не так. Что действительно эти люди, они никакие не отбросы общества, они никакие не такие депрессивные, какие-то несчастные. Эти люди... Они хотят жить, они хотят веселиться, они хотят балагурить. И поэтому наш спектакль, он смешной. Потому что больше всего на свете эти люди хотят счастья и радости. При подготовке спектакля актерам пришлось прочувствовать нищету. Для этого они знакомились и общались с пермскими бомжами. А одна из сцен репетировалась в психиатрической больнице. Зрители должны поменять свое отношение к Горькому, потому что
большинство воспринимают Горького и на дне как какое-то такое заказное коммунистическое произведение, которое еще в школе преподавали, и оно так прошло мимо, без прочувствования той глубины и величия Горького, которое очень хорошо отразилось в произведении, если в него глубоко копнуть, и которое мы постарались воплотить как можно сильнее в своем спектакле. У Пермского театра «У моста» сегодня еще одна постановка «Мачеха Саманишвили». Зрители отправятся в настоящую Грузию с танцами, песнями и душевными разговорами. Всего за время фестиваля на сцене драмтеатра покажут 12 спектаклей. Самые ожидаемые, конечно, столичные. Главные хедлайнеры – Петербургский театр «Мастерская» и Московский театр имени Маяковского. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал «Юрган».